Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба, и в начале выпуска коротко о главных темах дня. В связи с юбилеем в адрес президента нашей страны поступают многочисленные поздравления. IT-парк в Абхазии. Инна Ларценба и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев обсудили возможность сотрудничества в сфере IT. Противодействие преступности. В Сочи прошло заседание Комитета органов внутренних дел приграничных регионов Абхазии и России. Комиссии сформированы. В Общественной палате определили и утвердили главные направления работы. 6 апреля президенту Абхазии Аслану Бжане исполнилось 60 лет. Вместе с тем, рабочий график главы государства не претерпел изменений. В день своего рождения президент провел запланированные совещания и встречи. Многочисленные поздравительные телеграммы в адрес абхазского лидера поступили от глав государств и правительств зарубежных стран, от сограждан, руководителей партий и общественных организаций. Одним из первых Аслана Бжаня поздравил его российский коллега Владимир Путин. В России вас знают как последовательного сторонника упрочнения отношений, союзничества и стратегического партнерства между нашими странами. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с вами и совместной работы на благо дружественных народов России и Абхазии, говорится в поздравлении Владимира Путина. Успехов на государственном посту пожелал президенту Абхазии председатель правительства России Михаил Мишустин. Глава российского правительства высоко оценил личный вклад Аслана Бжаня в упрочнение отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества, связывающих Российскую Федерацию и Республику Абхазия. Президента Абхазии поздравили с юбилеем президент Южной Осетии Алан Гаглоев, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, его заместитель Рашид Нургалиев, первый заместитель председателя военно-промышленной комиссии России Дмитрий Медведев, чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин, заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак и министр экономического развития Максим Решетников. Вступление в должность главы государства Аслана Бжаня совпало с тяжелыми временами, пандемией и резко ухудшающейся международной обстановкой. Несмотря на это, первые за послевоенные годы перевыполнен план по доходам государственного бюджета. К юбилею главы государства мы подготовили небольшой материал. Наша съемочная группа также выехала в село Тамыш, в родную школу президента, и пообщалась с его учителями. Репортаж Гугуцы в Иордании. В средней тамышской школе 145 лет. Среди ее выпускников такие известные абхазские писатели, как Борис Гургулия, Руслан Какба, Платон Бебия. Известные инженеры, писатели и врачи. Эту школу окончил и человек, отмечающий сегодня 60-летний юбилей. Президент Абхазии Аслан Бжаня. Для Аслана Георгиевича средняя тамышская школа – место особенное, место, связанное с воспоминаниями из детства. Преподаватель математики Эма Закарая с теплом вспоминает случай, который однажды произошел на уроке. Школьник усердно отпрашивался занятий домой, чтобы помочь родителям. Этим учеником был глава государства Аслан Бжаня. Он домой отпросился учительницы и просился домой. Она не хотела отпускать, а потом говорит: клянусь мамой, я хочу. Мама знает, все знают. И зачем? Надо мне полить огород. Он и маме помогал, и папе помогал. И у нас в школе, когда и труд был, и какие-то мероприятия, он везде в этом принимал участие. Аслан Георгиевич родился в семье педагогов. Отец Георгий Ашхангиревич Бжаня был директором тамышской школы. Мать Венера Григорьевна – преподавателем начальных классов. Его отец – директор школы, мама – учительница. Мог бы и похвастаться, мог бы себя не так вести, но он этому вообще не обращал внимания. В свободное время юношу можно было часто заметить читающим книги во дворе школы. На уроках проявлял любознательность. Одним из самых любимых предметов были абхазский язык и литература. Юный Аслан Бжаня читал не только произведения, но и критику к ним. Моменты, когда были свободны, он мог сидеть на лавочке и читать книжку. И тут же отвлечься от этого, заняться чем-то другим.
Такой образ теплый, ласковый. Учащиеся средней тамышской школы очень гордятся тем, что здесь учился президент. Аслан Бжани и его супруга Аэлита Ахиба часто посещают образовательные учреждения на праздники и мероприятия. Для меня гордость учиться здесь. И честь, что мне преподают такие учителя, которые преподавали Аслану Георгиевичу. Сегодня его день рождения. Я поздравляю его с днем рождения и желаю всего самого наилучшего. К поздравлениям учеников Тамышской школы присоединяются друзья и коллеги президента. Многочисленные поздравительные телеграммы в адрес абхазского лидера поступили от глав государств и правительств зарубежных стран, от сограждан, руководителей партий и общественных организаций, спортсменов, послов доброй воли, депутатов. Уважаемый Аслан Георгиевич, от всей души поздравляю вас с юбилеем. Желаю вам крепкого здоровья, всего самого доброго, сил, терпения и простого человеческого счастья вам и вашим близким. Стране души, обсны, процветания. Ну и спасибо за такое большое доверие, чтобы стать послом доброй воли Абхазии. Готов и дальше оказывать содействие и поддерживать талантливую молодежь Абхазии. Уверен, что у нас все впереди. Навсегда ваш, с уважением и восхищением, Николай Басков. Хочу поздравить президента Республики Абхазия Аслана Георгиевича Бжаня с днем рождения, пожелать ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, поблагодарить его за поддержку и развитие профессионального бокса Республики Абхазия. С днем рождения, Аслан Георгиевич! Уважаемый Аслан Георгиевич, в этот праздничный торжественный день рождения желаю вам крепкого здоровья, личного счастья вам и вашим близким. Желаю успехов в вашем нелегком труде во имя процветания Абхазии. Желаю, чтобы рядом были люди, искренне преданные вам до конца. Одним из самых главных векторов государственной политики Аслана Георгиевича является укрепление и улучшение международных связей. За последние 3 года состоялись визиты абхазской делегации во главе с президентом в Сирию, Республику Беларусь, Республики Северного Кавказа, Российской Федерации. Я очень рад быть здесь вместе с вами. Я чувствую биение сердца каждого из вас. Я в каждом из вас вижу родного человека. Ну, наконец-то ты доехал до Минска. Привет. И вас всегда жду в гости, потому что мы очень рады нашим братьям. Впервые за 30 лет нашу республику с визитом посетил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Взял в обед Александр Григорьевич Па. Добро пожаловать, Александр Григорьевич. Вы для нас долгожданный и очень желанный гость. Но он старается, мне кажется, имидж Абхазии как-то улучшить. И старается общаться. Вот недавно с Лукашенко общался, и ездили они в Белоруссию с Иналом Ардзенба. И я надеюсь, что вот это будет продолжаться, и постепенно все больше стран будет нас признавать. Ну, я вот ощущаю такие внешние. Ну, конечно, очень сложно, к сожалению, нашим вот гражданам и даже руководству Абхазии общаться с европейскими там, и всякими западными политиками, потому что вы же знаете, какое у них негативное отношение к Абхазии. Но все-таки вот надо стараться, и, по-моему, Аслан Георгиевич, по-моему, старается. Конечно, от всей души поздравляю и желаю ему всего наилучшего. Он еще молодой человек. Большое внимание Аслан Георгиевич уделяет общению с добровольцами. Я хочу всем добровольцам, всем родителям, кто воспитал таких достойных людей, сказать огромное спасибо. В годы Отечественной войны народа Абхазии Аслан Бжани служил в органах безопасности в Гудауте. Аслан Георгиевич окончил высшие курсы КГБ СССР, а с 1991 по 1992 годы работал в КГБ Абхазии. Во время одного из интервью доброволец Муса Дауров вспоминает, что это была бригада военной разведки и службы безопасности. В состав этой группы входили Аслан Бжани, Закан Матуа, Борис Лакритава и я.
Многие документы сохранились. Я думаю, в архивах службы безопасности документы сохранится. И мы выполнили эту задачу. И в ходе работы совместной я для себя узнал много своих товарищей. Я Станобжания, языка Наматова и Бориса Логвинова. Сегодня, к сожалению, языка Наматова нет. Темнее ухом, мы его помним. Но встречаясь вот так сегодня с Борисом Логвиновым, с Станобжанием, В 2014 году Аслан Бжания возглавлял СГБ Абхазии. В это время в соседнем Сочи проходила зимняя Олимпиада. На СГБ была возложена задача по обеспечению безопасности на приграничной территории и исключения всевозможных провокаций. Нынешний председатель службы госбезопасности Роберт Кьют рассказал, что предпринятые тогда меры выявили преступные формирования и выполнили поставленную задачу. Относительно того, что планировалось в период Олимпиады, это именно террористическая организация, которая, так называемый Гудаутский джамат, был такой у нас, под руководством ГИЦБА. У них было изъято большое количество оружия различного типа, в том числе высокоточного оружия, которое предназначалось, в принципе, для того, чтобы создать условия, так сказать, боевых действий на территории города Сочи и олимпийских объектов. То есть это все то, что помимо этого, скажу вам так, нами совместно с коллегами проводилась тогда комплексная работа по лицам, которые вывозили отсюда взрывчатые вещества, оружие и хранили их на территории города Сочи. И когда мы уже принимали решение, это все в комплексе, мы по всем ним отрабатывали. И это была большая, существенная работа. Но скажу вам так, благодаря Аслану Георгиевичу тогда нам удалось здесь вот получить большой опыт от наших коллег, которые прибывали сюда и, соответственно, как говорится, с каждым подразделением проводили практическую работу. И наш уровень знаний наших сотрудников, практических знаний, так скажем, наших сотрудников, он возрос. В настоящее время мы также продолжаем эту работу, потому что опыт, который имеется у наших коллег, он для нас очень важен. И наши коллеги также присутствуют сегодня у нас в службе по различным направлениям, оказываются нам посильную помощь. То есть тот пример, который нам показал Аслан Георгиевич, мы его продолжаем, и он очень эффективный и приносит соответствующие результаты. Вступление в должность главы государства Аслана Бжания совпало с тяжелыми временами, пандемией и резко ухудшающейся международной обстановкой. Только с 2020 года по июнь 2022 на борьбу с эпидемией было потрачено 1 миллиард 18 миллионов рублей. Несмотря на связанные с пандемией сложности, в 2021 году впервые за послевоенные годы были перевыполнены планы по доходам государственного бюджета. Извините, это, конечно, не смогло не сказаться на, конечно, здоровье нации. Это тяжелое заболевание и последствия тяжелые. Тем не менее, наша система выдержала, не было коллапса, это совершенно очевидно. И поэтому этому, конечно, заслуга и руководства, несомненно, и президента, и его соратников, его руководства Республики Абхазия. Я думаю, что, в общем-то, все основания полагать, что вот то время, которое прошло, 3 года, да, еще 2 года, что они будут также наполнены содержанием, успехами. Надеюсь, что это будет значимо для всего нашего народа, поскольку мы ждем успехов, мы ждем прогресса, он, несомненно, будет. Вот. И вот под умелым руководством Аслана Георгиевича, я думаю, это будет просто очевидно и неизбежно. Кстати, хочу сказать о том, что Аслан Георгиевич был на моем 60-летии тоже несколько лет назад. Я еще был тогда лидером оппозиции. Очень приятно, что теперь я уже со своего возраста поздравляю его с таким прекрасным юбилеем. Это вот для кавказского мужчины это вот возраст такого, такой вот зрелости. Да? Теперь уже можно, опираясь на опыт, опираясь на все знания, продолжать творческую и креативную работу. Я желаю ему огромных успехов. Все мы заинтересованы в этом. Счастья, здоровья ему, всем ему близким, семье, всем тем, кто ему дорог, чтобы он чувствовал себя удовлетворенным от своей работы
всем этим заинтересованы. Счастья, здоровья и благополучия. На фоне сложной международной обстановки одним из самых важных вопросов является тема обороноспособности нашей страны. С самого начала СВО президент и неравнодушные граждане республики поддерживают жителей Донбасса, отправляя гуманитарную помощь. Как дела, Саркис Андроникович? Хорошо. Вы из какого села? Село Аракич. Село Аракич. Я так понимаю, что здесь идет работа по сбору гуманитарной помощи, да? Да. Спасибо вам большое. Одна из главных задач – обеспечение общественного правопорядка и безопасности граждан и гостей нашей республики. За это время Министерство внутренних дел было оснащено современной техникой и оборудованием, что позволило серьезно продвинуться в противодействии некоторых видов преступлений, в том числе тяжких. Вопросы аэропорта и газификации также являются важными для главы государства. В этом направлении ведется активная работа. Еще один вектор направления государственной политики президента – создание рабочих мест. За это время реализованы крупные инвестиционные проекты. В стране открываются новые туристические объекты. Например, с успехом работает база отдыха Тамыш-Вилледж. Много усилий брошено на оживление восточной части Абхазии. Ура! Отлично! Оздоровительный комплекс Тамыш-Вилледж официально открыт. Аслан Бжания – счастливый дедушка. В плотном рабочем графике Аслан Георгиевич находит время для занятий спортом и благотворительности. Свой 60-летний юбилей глава государства отмечает на работе. Я разучился отдыхать. Я это фактически уже не умею делать, потому что отдых – это на какой-то период отвлечься от основного рода деятельности. Просто отдыхать морально, физически и так далее. На должности президента это не получается, это невозможно. Но в своем плотном графике Аслан Бжания находит время для того, чтобы посетить знаменитую Сухумскую Брехаловку, пообщаться с гражданами и прогуляться по набережной, откуда иногда доносятся песни его любимой группы «Анатрио». На имя главы государства приходят поздравления и от абхазских политиков. От имени Народного собрания президента поздравил спикер парламента Лаша Ашуба. Благодаря вам, Аслан Георгиевич, приняты важные политические решения. Воплотились в жизнь многие инвестиционные проекты. Во многих государственных структурах происходят важные изменения. Повсеместно идет борьба с преступностью. И еще многое предстоит сделать. Но мы верим, что у вас хватит сил на осуществление всех замыслов на благо народа Абхазии, говорится в поздравительном адресе спикера Народного собрания. С юбилеем Аслана Бжания поздравил чрезвычайный полномочный посол Абхазии в России Алхаз Квициния. Ваша ответственная деятельность является собой пример высокого профессионализма, человеческой мудрости, самоотверженного служения Родине и абхазскому народу, говорится в поздравлении. Политсовет политической партии Айтейра поздравил президента с юбилеем. Ваша ответственная деятельность на посту президента направлена на устойчивое социально-экономическое развитие Абхазии в нынешних непростых условиях и улучшение качества и условий жизни наших граждан. Ваши знания, опыт, профессионализм направлены на решение стратегически важных задач в сфере безопасности в условиях глобальных вызовов современности, говорится в поздравительном тексте. Поздравительные адреса на имя главы государства Аслана Бжания в честь его 60-летия продолжают поступать. К другим темам.
Перспективные направления по активизации международного сотрудничества в сфере информационных технологий обсуждались на встрече министра иностранных дел Абхазии Нала Ардзинба и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева. Как сообщает медиацентр МИД, рассматривались возможности по созданию IT-парка в Республике Абхазия с привлечением специалистов из различных стран-партнеров. Обсуждалась перспектива налаживания контактов с ведущими IT-компаниями России. Максут Шадаев предложил возможности для абхазских школьников и преподавателей, связанных со специальными программами обучения в сфере IT. Кроме того, затрагивались различные аспекты реализации IT-проектов в трехстороннем формате: Абхазия, Россия, Беларусь. И Нал Ардзинба также встретился с представителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаилом Богдановым. Обсуждались вопросы сотрудничества в рамках взаимодействия Сухума и Москвы со странами Ближнего Востока и Африки. В Сочи прошло заседание Комитета органов внутренних дел приграничных регионов Абхазии и России. Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в рамках противодействия незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ, пресечению противоправной деятельности лиц, занимающих криминальный статус преступной иерархии, а также организации совместных мероприятий по профилактике экстремизма в молодежной среде. По итогам встречи руководители делегаций подписали ряд важных документов о сотрудничестве. Сформированы и утверждены комиссии Совета Общественной палаты Абхазии. Всего сформировано 10 комиссий. Среди них комиссия по госстроительству, местному самоуправлению и организации общественного диалога, по обороне, нацбезопасности и противодействию коррупции, по развитию госязыка, образования, науки, культуры и сохранению духовного наследия. В Москве начались большие гастроли Русдрама. Они продлятся до 10 апреля. Гастроли пройдут в театре «Этсетера» и театральном центре на Страстном. Абхазские артисты покажут 6 спектаклей: «Софичку», «Радость вопреки всему», «Красавца-мужчину», «Рассказ мула старого Хабуга», «Последнего из ушедших» и «Солярис». 7 апреля православные всего мира отмечают один из 12 главных праздников церковного календаря – Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день верующим разрешается есть рыбу. Это первое послабление за Великий пост. Впереди еще один большой праздник – Вход Господень в Иерусалим. А там остается всего неделя до главного христианского праздника Светлого Христова Воскресения. 8 апреля в Абхазии пройдет тотальный диктант. Начнется он в 14 часов одновременно в Сухуме, Гудауте и Гагре. В городе Сухум он пройдет на площадке средней школы номер 2. Текст диктанта будет читать Эльвира Арсалия. Возможность проверить свою грамотность и познакомиться с современной русской литературой у желающих будет уже в 20-й раз. В этом году автором тотального диктанта стал российский писатель и журналист Василий Авченко, финалист многих российских премий. Специально для тотального диктанта он готовит текст о русском путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. И в завершении выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 7 апреля на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами возможен дождь, туман. Днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем 12-17. Температура морской воды плюс 10. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.